Ну что, друзья, всем привет. Это второй день, ребята. Вчера приезжал, расставлял жерлицы, пробовал рыбачить на удочку. Чуть выше стоят комбайны. Все, как вы видели. Вчера бодался, ездил, ребята, по всей реке, где мог, бурился, искал, такие точки, где я когда-то ловил. В общем, вчера ни одной поклевки, ребят, я не увидел. До часа я здесь находился. Сработок не было, и не было, получается, сработок на комбайне. В общем, прилетел чуть попозже сегодня, дал утряночку, думаю, мало ли, если щука активничает, то может какие-то поклевки будут утренние. В общем, ребята, не прогадал, 2 сработки сразу подряд, получается, через жерлицу. В общем, смотрю, наверное, ребята обманывают, 3 сработки, потому что вот здесь что-то я наблюдаю, что флаг улетел, как будто бы. Да, все верно, ребят. Флаг улетел. Не знаю, что-то плохо флажки держатся на этих жерлицах. Да, ребят, смотрите. Улетел флаг. Вымытки так таковой нету. Флажочек валяется. Там вроде все в порядке. В общем, 3, ребят, поклевки. К одной из них подходил полная вымотка. Это радует. Но здесь, ребята, полный дровяник. И почему-то надеялся вот именно на вот это место, а сработало выше ямы вот этой. Что, поглядим, ребята? Сегодня вьюга, вообще буря страшная, тепло, но буря. Поле все переметено, где моя буранка вчера была. Ехал, опять топтал дорогу, по лесу более-менее буранка есть. Ладно, давайте взглянем, может какая-никакая щучка будет. Хотя, ребят, что-то мне подсказывает, что завела она капитально. Ладно, посмотрим. Погнали. Вчера, ребят, оставлял карася здесь. Смотрю, никто не приходил. Как раз какой-то пузатый, икряной, что ли. Тем более с икрой, конечно, он вообще не двигается. В общем, вот сработка, ребята. Наверху смотрите, что творится. Жерлица и следующая сработка. Полная вымотка. Натянуто капитально причем. Все, ребят, о чем я и говорил. Просто в дровах, бляха-муха. Что-то пошло, вроде пошло. Ах, не пошло. Я знал об этом. Но я вчера хотел порыбачить. Вот именно. Обидно. И думаю, если буду контролировать ситуацию, то буду подсекать. Сработок не было, но думаю, работа проделана, оставлю. Где-то вырвал сначала, а потом опять завела. Здесь сплошняк, ребята. Петельку надо было делать, опять скажете. Да, возможно. На двойниках она бы не успела заглотить, мне кажется. Она бы его протащила, петля остановилась. Сколько там мы дали? 2-3 метра. Она бы выплюнула. Блин. Первое, ребята, о чем я и говорил. Сразу же. У меня сразу так было понятно. Если полная вымотка, то это все хана. Ладно, идем к следующей. Так, друзья, здесь тоже полная вымотка. Капитальный натяг. И все, пожалуйста, ребята. Засранец Андрей Викторович. Так не делается. А что, ребята, делали? Вот подскажите. Петля. Я пробовал, ставил петлю. У меня была сработка, идет вымотка. Получается, леска заканчивается. И все, она то бишь чувствует сопротивление. И выплевывает. А вот именно щука в корягах и живет. Зараза. Жалко мне. Не жалко мне тут леску, что-то там. Мне жалко рыбу, которая на крючке. Леска тут у меня еще мощная. Рвется что-то. Что-то тащу там, ребята. Тяну, рву. Нет, все, оторвал нахрен. Рыбацкие будни, ё-моё.
Ну, стой, наверное, то же самое будет. Была рыбка, но не наша. К чему это привело? Ну, я, в принципе, догадывался полностью, что так и будет. Здесь тоже оторву сейчас. Что, ребята, всем привет, добрый вечер. Шикарная погода, -2, ветра вообще практически нету. Прошелся тут по парку с работы. Кайфовое настроение, всегда вот думал, сейчас бы на льду в такую погоду, ночку. Ну, в общем, ребята, недавно припылил с поездки. И сразу же намечается, ребята, у нас вторая по счету, так скажем. Здесь, ребята, билеты ЖД Сыктывкар, Ярославль. Я думаю, многим понятно будет, куда я еду. В общем, 3 дня в запасе у меня. Ну, пока работаю. В общем, сборы. Ну, мы начинаем новое путешествие. Билетики есть. Самое главное, повезло, что были места и на определенную дату, потому что еду к человеку. У него время ограничено. В общем, все шикарно. Все, билеты на кармане. Это здорово. Ну что, ребята, всем привет. 9 утра, 19 февраля. В общем, ребята, с сегодняшнего дня начинается новое путешествие, новая рыбалка. И, наверное, самая такая дальняя из всех поездок на сегодняшний момент, как я начал снимать видео на YouTube. Давайте, ребят, немножко поподробнее. Есть у меня Александр, подписчик канала, живет он в Рыбинске, и давно мы с ним на переписке, и, в общем, он постоянно мне говорил: Андрюха, приезжай ко мне, говорит, по щуке, вот именно по жерлицам. По жерлицам занимаюсь где-то 3 сезона, вот, и, да, что-то изначально не получалось, не были понятия, но потом в дальнейшем все это начало мне развиваться, больше нравится, были какие-то трофеи, и это моя из самых любимых рыбалок, наверное, из зимних на сегодняшний момент. Еще в прошлом году Саня говорил: Андрюх, приезжай ко мне, говорит, в Рыбинск, на Рыбинское водохранилище, на Рыбинское море, да, как по-простому местные называют. Приезжай, по рыбальным, по щуке, вот именно по жерлицам. Щуки будет много, зверские поклевки и хорошая щука. 5-ки, 3-ки, в общем, ну, такая рыбалка, которая для них это не редкость, а у нас 3-ку, 5-ку выхватить уже какой-то трофей. В прошлом году не получилось, в общем, хотел я съездить к нему до Нового года, но льда не было еще у них, получается. Ну, в общем, ребята, этот момент X настал, и сегодня, ребята, я начинаю путешествие именно в ту сторону. Купил билеты, пойду на поезде. Поезд завтра, ребята, с утра в 9:20. И, в общем, Сыктывкар, Ярославль. Послезавтра, 21-го, в 5 утра 20 минут я буду на месте в Ярославле. Ну и, соответственно, с Ярославля уже пойдем на Рыбинск. И, в общем, там уже начнется, ребят, телодвижение, рыбалка, что-то как-то. И в дальнейшем как-то все будем смотреть. Едем сегодня со всей семьей. Буду снимать квартиру, наверное, потому что есть в городе еще кое-какие дела. Заедем по магазинам, надо кое-что прикупить. И чтобы завтра с утра уже тут не выдумывать и рано утром не вставать, не ехать. Спокойненько, ребята, уже с Сыктывкара уже мои дамы мои проводят меня. И, в общем, я пойду, ребята. Все, я думаю, начнем, ребята. Начнем путешествие в сторону Ярослава. Все, я предлагаю, ребят, посмотреть этот многосериальный, наверное, фильм, потому что порыбачим, наверное, раза 3-4 будем выходить. В общем, там все будет руководить Александр, ну а так, в целом, ребята, я полностью готов, вещи у меня собраны. Ну, в общем, иду как бы налегке, но кое-какие вещи я взял, и, в общем, все готово, ребята. В общем, в 12 часов где-то мы выезжаем сегодня в Сыктывкар, там делаем дела, снимаем квартиру и на хода. Все, ребят, давайте со мной.
Поддержим лайкосиком, ребята. Я думаю, будет интересно все. Так, ребят, ну что, мы выскочили. Уже едем по трассе. В общем, до Сыктывкара нам 88 километров. Если быть точным прям. Лариса Юрьевна штурмует. Короче, ребят, вот мои вещи. Ирина Андреевна. Не странно, ребят, аномальная погода вообще на февраль месяц. В это время обычно в юге метели, а тут плюс 2 сегодня прям. Вообще, что творится в селе, просто проехать невозможно, каша, короче. Ну, так что понимали, в принципе, минус 20, вот так вот. Это только вот в марте, в конце марта такая погода. Что происходит? Возможно, из-за этого рыба не клюет, ребята. Ну, в общем, что мы шагаем. Часик, наверное, будем в Сыктывкаре. Все, полетели. Радио на второй, пожалуйста. 10 литров. Нету? Да-да-да. Спасибо. Не нужен. Так, друзья, ну что, в Сыктывкаре долетели. В общем, в первую очередь хочу съездить в рыболов сервис. Короче, корешочек у меня там работает, Серега. Хочу прикупить, ребят, костюм. Во-первых, мой слишком, ну, с мохом, ребята, которые в курсе, да, я двигаюсь. Он слишком теплый в Ярославле, ну, в Рыбинске. Там вообще плюс стоит, ну, как у нас, в принципе. Я в нем просто там припотею. Да и он, в общем, у меня уже подустал. Уже 3 сезона я в нем. В общем, он у меня уже разваливается, короче. Ну, решил, ребята, пока есть время, возьму себе костюмчик как раз на весну. Такой легенький. А на следующий сезон уже возьмем хороший костюм. Потому что, ну, это такой костюм не подходит немножко. Вот. Да, в нем тепло, да, но двигаться в нем очень жарко. Потеешь, он как бы простой. Никакая не мембрана, в общем. Возьмем какой-нибудь дешевенький костюмчик. Ну, в общем, Серегу навещу как раз заодно. Вот. Девчонки остановились. Понятное дело, в торговый центр, там что-то им надо. Ну и, в общем, здесь недалеко как раз рыболов сервис. Туда и заскочу. Короче, шопинг, ребята. Устрою себе шопинг небольшой. Погнали. Вот прицепики здесь, ребята. Корыто, шмыто, все дела. Ну, а нам туда получается. Что-то я, короче, подумал, и вот если за Лехи ты говоришь, ну, давай, наверное, походим на его. Там, говорит, вообще уже теплый. Немного жарко будет, наверное, кажется. Вот этот, который говорил, понял, да? Не, слушай, все четко, четненько. Нормально пойдет. Вот это тут уже простор, блин. Все уже. Чик-чик, все. Все нормально, Серега. Вообще, все, ребята, быстренько сделали, вон подобрали костюмчик. Серега скидочку сделал хорошую. Вообще красота. Ну, спасибо пацанам, конечно. Так что все, есть новый костюмчик. Будем его обкатывать как раз на рынке. Погода портится, все, едем, наверное, мы сейчас квартиру искать. А потом дальше больше посмотрим. Все, погнали. Все, ребята, определились с квартирой, короче, по месту не нашли мы нифига. Рядом с вокзалом. Занято было. Точнее, мы договаривались, но люди с оттуда не съехали. В общем, зашли тут в ленту купить поесть что-нибудь на вечер. Ну и так, что, у нас время есть еще. Погуляем. Все же с деревни приехали, ребят. Может, что до дома купим. Сковородки, шметки.
У нас в деревне такого нету. Ну, в общем, как-то такие путешествия, в общем. Я думаю, интересно будет все равно, ребята. Как, что да как. Ну, в общем, сейчас покушать и на квартиру что-нибудь готовить. Я сегодня ничего не ел. Ладно, сейчас Юрьевна начнет тут что-нибудь брать. А вот, ребята, рыбка, смотрите, лосось, кижуч, туда-сюда, горбуша, стейки вот продают, охлажденочка, форель. По карте 1000 рублей за килограмм. Лосось 1000 тоже. Кижуч, ну тоже в районе вот. Короче, вот такие ценники, ребята. Что сейчас только нету, ребята? Все готовое. Приехал, купил, пожал и уехал. Да. Вон, что только на развес первый хочешь, пожалуйста. Хлебушек возьмем, да. Давай, доча, жми. О, погнали. Наконец-то нашли, да, доча? Что, деревня лучше, скажи? Спросили, где Нойков живет, все объяснили сразу. 1/11, тут хрен найдешь его. Да. Ладно, поехали. Ребят, ну что, наконец-то мы нашли, искали очень долго. Во-первых, Лариса забронировала поближе к вокзалу, в общем, чтобы завтра с утреца проехать 400 метров, попрощаться, в общем, и поехать. Люди там не съехали, и давай мы, короче, звонить. Квартиры вообще нету. Я даже не знал, что такое ажиотаж по хатам, блин, в выходные. Попали в выходные как раз. В общем, отъехали, наверное, на 1,5 километра. Сняли за 1200, ребята. Сейчас покажу. Одна комната на 9 этаже у нас. В общем, ну вот прихожка, что тут стабильно. Комодик туда-сюда, вешалка. Ну все стандартно, Wi-Fi. Такая кухонка. Есть тут шкафчики. Кухня небольшая, балкон, холодильник, микроволновка. Ну, все стандартно, ничего такого интересного. Плита дешманская. Какая-то посуда. Что-то так немножко есть, да. В общем. Ну, рюмка есть. Нормально. Вот спальня такая, ребята. То бишь кровать и диванчик. Ну, в общем, зачем двушку снимать, если, допустим, с ребенком однушка вполне достаточно. Телевизор, столик, в общем, и ванна. Ванна. Вот такая ванна, ребят. Стиралочка. Ну, в общем, наверное, за 1200 пойдет. Вообще пойдет. Потому что мы за 1700 когда-то снимали студия. Ну, там так вообще хоромы, скажем. Ну, что, чистенько, уютненько. Чувствую, что не курили тут. Нормально, в общем. Вот такой вид. 9 этаж, ребята. А вот там река, смотрю, рыбаки рыбачат. Все, наконец-то добрались. Куча времени, в принципе, у нас. Не знаю, может, чем-то будем заниматься, может, куда-то выйдем. Самое главное, ребят, заехал, купил костюм, все, что хотелось. Продукты, конечно, на завтра, чтобы в поезд уже сразу. Термос я брал, залить кипятком надо будет. Там немножко выпечки, там бич-пакет взял, то бишь, ну, на сутки мне хватит чалиться. Ну все, ребят, что, перекусим, покушаем, наверное, с дороги. Время уже сколько? Время, как говорится, по большому, а мы еще не ели. 6 часов, 16 часов, 4 часа. Ладно, отлично. Так, друзья, а что у нас на обед? Или на ужин, или на чем? Купили салатов, короче, курицу готовую. Хлебушек. Вкусно, Доля? Все, приятного всем, ребятки. Перекусим. Что делать-то будем вечером? О, давай сначала покушаем. Ну да, голодные, ребята, с утра ничего не хавали. Да, конечно, накатались, с ума вообще сойдешь. А на какой вы будете? Кося. Так, друзья, ну что, мы решили немножко прогуляться по ночному Сыктывкару, по вечернему. Ну а что тут гулять, в принципе, все понятно. Ковид, все закрыто, хотели в кино сходить, а так погуляем.
площадка, детки гуляют. Вот такие домища стоят. Не знаю, ребят, для меня немножко непонятно. Городская жизнь. Ну, вот так в целом. Понятное дело, что здесь структуры, здесь заработки, здесь деньги, крутые машины, хорошие квартиры. Ну, вот так в целом. В общем, погуляем немножко. Где-то вот на 9 этаже здесь мы сняли квартиру. Надел новую курточку, ребята. Огонь. Посмотрим. Зашли, ребят, какой-то там, не знаю, скидочный какой-то магазин. Короче, я себе взял сумку под этот шмурдяк. Лариска там что-то там свое. Ну, Кирина Андреевна там какие-то ободки. В общем, так гуляем, ребята. Ну, нечего тут в городе по Сыктывкаре погулять. Короче, магазин, ребят, каких-то товаров, я не знаю, что-то набрали мелочи. Постоянных распродаж, короче. Ну, так, ну, прикольно что-то. Я вот сумку нашел дешевую, там, батарейки мы взяли с Лариской дешевые на весы. 69 рублей. Да. Вот. 69 рублей 5 штук. У нас весники стоит одна батареечка 131 рубль. На весы. На весы, ребят, магазин, чтобы мотолей взвешивать на паре шеи. Ну, вот Вообще такие вещи. Домашние, накупленные весы. Ну да, да, такие мелочи. Там дробь вешать что-то туда-сюда. 100 с лишним рублей, а тут 5 штук, 60. Ну что там с девками гулять вообще беспонтово, они в магазин тянут, ребята. Я потом до Ярика не доеду, у меня денег не хватит просто. Тукар пиво, ребята. Ну это точно пройти нельзя. 100%. Сейчас зайдем, посмотрим. Тут по-любому что-то есть классное, разливное. На вечерок. Ага. Так. Чешская легкая, Старик, Жигулевская. Это, кстати, ребята, все наше пиво. Наше пиво ценится вообще. Здравствуйте, девушка. Пивка нам налейте, пожалуйста. Вкусненького какого-нибудь. Пивка какого-нибудь. А что вкусно? Что у вас что идет вообще? Доча, нельзя туда заходить. Корону дайте нам, пожалуйста. Доча, нельзя туда заходить. Давайте не, наверное, фильтрованную. Да, полторашечку. Ребята, это солярка, поняли? Наша местная. Кстати, у нас ценится пивасик-то. Короче, взяли пиво, и вот там пиццерия, короче, еще есть. Сейчас мы туда еще хапнем и с Ларисой Юрьевной как разобьем это все дело. Ну, все-таки у нас разлука на какое-то время. На, друзья. Пойдем пиццу посмотрим, ребята, еще. Милана. Суши-бар, пиццерия, все дела. Ладно, пойдем посмотрим. Давай, заходи. Опа. Опачки. Че? Да, на вынос возьмем, конечно. Вон сейчас ребята нам замутят, походу, пиццу. Ребята, привет. Здравствуйте. А вы что-то по сушам только двигаетесь, да? Нам пиццу бы вкусную какую-нибудь. Да? Все понял. Спасибо. Запахи стоят, смотри, четкие, да? Коктейли, фреши, понял, все дела. Ах, ребята, сейчас какую-нибудь замутим штучку. Что есть? Есть. У меня, короче, стаканчик получается. И, ну и давай на всех пиццу возьмем. Ты тоже будешь пиво? Ну, давай. Ну давай, по пиву. Короче, ребята, дочь сказала, здесь будем сидеть. Никуда не пойдем в хату. Будем здесь балдеть. Милана, если что, код туалета 35. Все, ребят, пользуйтесь лайфхаком. 35, если что, так быстренько забежали, короче. Смотря на коронавирус, ребята, еще какие-то заведения работают. Вот получается, сейчас сколько времени? 7 часов. 7 часов. Вот смотрите, движуха идет, ребята. Вот, даже это не центр, нифига. Ну, в общем, мы заказали пиццу, 2 пива. Дочь меринду пьет. Двух трубочек. Да, с 2 трубочек. В общем, нормально, что движуха в городе продолжается, в общем. Несмотря что, ну, видите, ленточки какие-то, вот. Много столов закрытых. Вот и получается пиво нам потянули. Спасибо большое. Может, Всё. вам трубочки нужны?
Да не, мы с мамой так. Давайте. С двух трубочек. Ваше здоровье, ребят. В общем, ребята, вот у нас такая пицца маленькая. Ну, мы маленькую взяли, 25 сантиметров. 4 сыра. Быстро сделали, нормально, хлопцы. Ладно, ребят, приятного всем аппетита. Я всех хотела, а вы уже... У нас торты, смотри, какие с папой. А ты сидишь там и смотришь там мультики свои. Мы там это, мам, выключил что-то. Дома посмотрим. Да, ребят, вышел немножко подышать. Ну, с одной стороны, да, классно, ребята. Вот дом, да, вышел, вот такие сервис, все дела. Ну, я просто делаю вывод от деревенского пацана к городскому. Вот так заскочил просто, вот тут весь комфорт, да, накормили, напоили. Нужна лавеха просто, ребята, нужна лавеха. В деревне все по-другому. Там надо немножко добыть это мясо, эту рыбу. И чтобы потом тебя супруга накормила, или твоя там женщина, да, грубо говоря, приготовила, или ты сам приготовил. А здесь вот нужна лавеха, ребят, в городе. Город поглощает, но здесь нужны бабки, ребята, 100%. Все куда-то бегут, не спеша. Кто-то куда-то едет домой по работе. Такой кипиш в городе, да. Это я не исключаю, но в общем, как-то ну так. Уважаемый, спасибо вообще, очень вкусно. Вам приятно. тоже спасибо большое. Вам Чаевые тоже хочу спасибо. немножко оставить на чай, на кофе. Мамай, то, что Что мы салфеточки. можем угостить от нас? Да. Давайте я такие. Нет, угощать не надо. Я хочу немножко вам сделать на салфеточку. Да ничего не У меня надо, наличных спасибо. нету просто. Ничего не надо, спасибо большое. Очень спасибо. Так, вроде, ребят, ни о чем, но погуляли мы прикольно. Да? Вообще классно погуляли, вообще. Похавали, короче, выпили пиво, блин, ё-моё. Все четко. Все, ну надо спать у тебя. Сейчас, Покачались на качелях. да, сейчас душ и это. В общем, отбой. Завтра рано вставать на поезд. Все, ребята. С Ютубкаром будем прощаться. Все классно. Все, 9-й этаж, хата. Все, да, давайте до завтра. Доброе утро. Мы уже на вокзале. Прошли уже этот комиссии все эти. В общем, посадка начинается. Пойдемте грузиться на 10-й вагон. Раньше КамАЗ до Самосвала туда писал. Кошмар, блядь. Короче, кучу бумаг надо собирать. Вот по последней операции. Здравствуйте. Начальник поезда Маргарита. Вопрос пассажиров под запись на видеорегистратор. Замечания по обслуживанию имеется. Да нет, все понятно. Все хорошо. Да, да, спасибо. Чай, кофе. Чай и кофе предлагал проводник вам. Пока еще Температуру нет. мерил. Температура мерил. Все понятно. Спасибо. Курить это уже не наше обслуживание. Ну, это да. Сейчас станция Микунь будет. Будем стоять 80 минут. Накуритесь. Ну что, друзья, потихоньку шагаем. Тронулись. Ну, со мной нормальные парни. Молодой парнишка и так постарше, короче. Есть с кем поговорить, в общем. Скоро будет Микунь, там остановка. Курить, ребята, нельзя. Ну, сами понимаете, сейчас все с этим жестко идет видеонаблюдение в поезде. Короче, вот такие дела. Ну, в общем, скоро Микунь. А потом не знаю, что, надо завалюсь спать. Что еще делать? Будем высыпаться, отдыхать. Город Микунь, ребята. Один из городов Республики Коми. Здесь, кстати, в 2012 году я приехал на дембель вот именно сюда, в этот вокзал. Есть фоточки там даже. У меня много друзей здесь с Микуня, пацанов. Ну, по работе, когда работал в мебельном, часто сюда ездил тоже по работе. Ну, не особо далеко получается. Вот остановочка. Короче, погода хрень, ребята, метель, тепло.
1 градус, температура 10-26. Перекур у нас. Швеция. Казак 30 человек. Так, друзья, ну что, добрый вечер. Город Котлас встречает дождем. Остановка 50 минут. Ну, для меня город знакомый. Я здесь часто был по работе еще. Когда работал на другой работе, здесь часто ездили по командировкам. В общем, 50 минут и дальше. Следующая остановка там уже будет ночью. Часов 9, что ли. Короче, ребята, едем. А погода все что-то все нежнее и нежнее. В Коме был снег, а тут уже дождь идет. Меню. Так, поесть, попить, все Поесть, есть. попить, все есть, да? Спасибо. Так, ребята, пиво в вагоне-ресторане 180 рублей. Ну и погнали дальше. Если взять что-нибудь посерьезнее, винная карта, то вино стоит, ребята, от 850 рублей до 3200. Это вино. Очередная остановка, ребята. Кулой. Ну, до Вельска осталось 15 километров. 8 часов вечера. Я что-то так сходил в ресторан. Вагон. Короче, ни хрена интересного, дорого все. Так прогулялся по поезду, по вагонам. Ну, все шикарно, ребята. Я давно не ездил на поездах. Блин, уже все комфортно. Уже нет этого всякого трясогузки, этих кондиционеров, уже двери открываются. Тут такой ветер, ребята, жесткий прям. Минус 2. 7 минут остановка, ребята, и далее идем. В общем, что, сейчас спать лягу. Буду спать, если усну, конечно, не знаю. Что, ребята, все, прибыл я в Ярославль. Троллейбусы, трамваи, смотрю, двигаются. Прикольная тема для меня, так как у нас такого нету. В общем, 6 утра, ребята. Начинается путешествие, дорога закончилась, но она еще не закончилась, так как мне до места, до Рыбинки, до Рыбинска надо еще соточку проехать. Вот. Ну а дальше есть еще планы интересные, вот именно здесь, в Ярославле. Так что, ребят, спасибо за просмотр, спасибо, кто со мной ехал. В общем, вот такие путешествия, все-таки они прикольные, когда вот, ну, что-то как-то такая изюмина новенькая. Лично для меня дорога — это в первую очередь новые места. Я никогда не был в Ярославле. И, в общем, все круто. Погода -1 с утра, сухо. Ну, как-то так. На связи, ребята.